идеологическим содержанием. Чего на сегодняшний день не хватает? На сегодняшний день, в результате сегодняшнего обсуждения я хочу отметить два довольно самостоятельных тренда обсуждения. Первый из них это вот то самое теоретическое обсуждение будущего без Назарбаева, которое Сергей Иванов так назвал, на мой взгляд, удачно, футурологией, да, футуризмом. Второй тренд – это обсуждение практических вещей, вопросы легитимности, которые были подняты в выступлении Серикжана Мамбеталина, который вообще конкретно подошел к этому вопросу, предлагая уже, значит, создать некий работающий орган в виде гражданского правительства. То есть, иными словами, мы подходим к выработке той платформы, на которой Курултай должен состояться. Прежде всего, это должна быть платформа, значит, идеологическая, потому что организационно будет проистекать из нее. Я считаю, что идеологической платформой может стать три основных вопроса. До Назарбаева, после Назарбаева, во время Назарбаева, значит, всем сегодня понятно, что в том или ином виде смена власти произойдет, так или иначе. Значит, и вопрос готовности общества, всех общественных групп, которые есть, это главный вопрос сегодня. Но мы прекрасно знаем, что те, которые являются олигархами, которые соединили огромные капиталы с государственной властью, они максимально готовы, в их понимании, к таким изменениям в нашем обществе. Стоит вопрос, а будет ли при этих изменениях участвовать общественность широкая, будет ли общество участвовать? И мы на сегодняшний день видим, что никаких механизмов участия общества в этом вопросе на сегодняшний день нет. Ни начиная от представительной демократии, которая таковой не является, ни заканчивая общественной инициативой и даже митинговой активностью, которая падает из месяца в месяц. То есть все говорит о том, что общество не берется в расчет во всех сценариях, которые возможны и под которым подразумевают так называемую смену власти. И при этом я согласен с оценкой, что произошла у власти существенная утеря легитимности. Если говорить не о букве закона, а говорить о второй его важнейшей части, на мой взгляд, морально-этической составляющей власти. Морально-этическая часть после Жанаузена, после скрытой информации о пытках, на мой взгляд, окончательно ушла. Это де-факто, потому что и этот сигнал уже дал сам по себе всем этим движениям, значит, вокруг и во власти, и в обществе, и в широких, и в узких кругах. Но уйдя от одного субъекта, она не пришла никуда. Прежде всего, она не пришла к общественности. Вот второй задачей Курултая я вижу, значит, именно понимание такой легитимности, создание такой альтернативной легитимности, получение в руки этой легитимности. Если хотите, можно назвать ее резервной легитимностью. Потому что стоит еще третий вопрос. Третий вопрос, на наших глазах происходит обсуждение, вернее, я бы сказал так, чрезмерно гипертрофированная активность властей по вопросу создания Евразийского союза. Существуют враги, противники, несогласные с интеграционными процессами. Существуют, наоборот, ее сторонники и прочее, прочее. Но факт остается фактом. Ни на кого не обращаю внимания, ни на мнение никаких серединных позиций. Власть просто идет, значит, создает, вопреки Конституции, надгосударственные органы, значит, и это все сходит с рук, и это все общественность, которая не имеет возможности на это влиять, как говорится, имеет возможность только наблюдать. То есть, раз речь идет о суверенитете, то мы уже можем поставить вопрос о том, что этот суверенитет может быть утерян. Значит, Курултай может и должен поставить перед собой задачу общественного контроля над этим вопросом. Если завтра гипотетически возникают какие-то сценарии, значит, смены, перемены, избрания, переизбрания и так далее, в чьи руки достанется судьба легитимности, суверенитета и, собственно говоря, общества. Максимально не готово к этому само общество. Вот, мне кажется, вот это три основополагающие цели Курултая, для которого мы должны собраться, создать объединение
очень эффективный оргкомитет, объединить самые главные информационные каналы, потому что есть возможность проследить, как вот сегодняшнее обсуждение пройдет по информационным каналам, оно пройдет совершенно безобразно. Опять же, тот адресат, к которому мы обращаемся, значит, общественность, он вряд ли получит исчерпывающий картину. Надо подумать о вот этой стороне организационного вопроса. Почему общественность это главный субъект? Потому что вот то, что господин Жовтов говорил, гарантии. Где-то политическая сила, которая сейчас способна предложить власти гарантии. Да, такая сила существует. Это рядом сидящие олигархи, которые будут приходить завтра и говорить: я вам дам гарантии. И завтра не по сути общественно-экономических отношений, не по сути содержания Конституции, не по сути вообще морально-этическое содержание общества ничего не поменяется. Значит, понимание там транзитных президентов, переходящих, временных, уверяю вас, азиатская страна не будет этого. После Тотмембаши будет Анкада. Все. Человек, который получит такую красивую страну в руки, никогда от нее добровольно не откажется, тем более, если он еще будет молод, перспективно, амбициозен. Поэтому главный вопрос стоит в том, сможем ли мы сделать так, чтобы общественность в этих ключевых, во время решения ключевых вопросов по суверенитету, утере легитимности и, значит, тупику вообще общественного диалога, значит, сумеет ли организоваться и стать реальной политической силой, с которой считается. Вот это главный вопрос Курултая. Значит, и этому я считаю, что нужно посвятить все усилия. Значит, а что касается теоретических разногласий, то это как раз создаст динамику, собственно говоря, работы этого Курултая. Потому что все вопросы важны. Несмотря на то, что там экономика, деньги, финансы, это вроде бы ключевые понятия, но и вопросы культурологии, и вопросы государственного языка. Ни один нюанс, ни один тупик, который зашло сегодняшнее общество, не должен быть обойден. Конечно, мы будем все это обсуждать. Значит, единственное, я хотел бы сказать, очень печально господина Ковтуновского фраза звучала после стольких лет оппозиции, что надо начинать все сначала. Я хотел бы немножко поправить это понимание. Все оппоненты власти, все оппоненты режима, все партии, все прочие в течение всех этих 20 лет наработали огромный потенциал правовой работы. Есть проекты альтернативных конституций, есть проекты законов, альтернативных законов. Вот все надо сюда, значит, и они будут являться, начиная с Конституции, всеми вопросами обсуждения. Одного только закона на государственном языке, там 4 варианта, да, вышло совершенно недавно. Конституции существует несколько. Но самое главное понимание вопроса – это, как сказать, амбиция на осуществление альтернативной, амбициозной и, возможно, резервной легитимности, которая отсутствует в следующем. Вот, в общем,